Подготовку предприятий жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду обсудили в региональном правительстве. Во время скрининга очередного было выявлено врожденная патология развития плода в виде патологии почек, поликистоз обеих почек у ребенка. Спецбортом Санкт-Петербург теперь ингушские коллеги перинатального центра города на Неве поборются за новорожденную Малику. Первые полгода после выпуска работу находят максимум 20% выпускников. Зачастую не по специальности. Диплом не должен идти в стол. Как найти после учебы достойную работу? Каковы требования работодателей? И на что может рассчитывать нынешний студент? Перейти на цифровое телевидение очень легко. Достаточно приобрести специальную приставку, зайти в настройки и нажать автопоиск. Об этом долго предупреждали, но теперь, 14 октября, привычные 7 каналов уйдут в историю. Если продавец отказывается показать нужный документ, то это хороший повод задуматься, стоит ли рисковать и покупать картофель именно у него. Как должен выглядеть аппетитный картофель? Реализацию самого популярного российского овоща на торговых точках Назрани проверил Роспотребнадзор. Здравствуйте, это новости 24. Премьер Константин Суриков провел совещание о ходе подготовки предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду. В муниципальных образованиях ведутся работы по обрубке деревьев вблизи ЛЭП и заготовке соляно-песчаной смеси, а также подготовке спецтехники, котельных, центрального теплоснабжения. Ростехнадзор по республике в ходе проверки объекта выявил некоторые замечания и дал предписание всем ресурсоснабжающим организациям и муниципальным образованиям региона. Премьер поручил в ближайшее время устранить все недочеты, обозначенные контрольно-надзорными органами. Кроме того, Суриков поручил проконтролировать процесс подготовки объектов социальной инфраструктуры, в частности больниц, школ и детских садов к осенне-зимнему периоду. Напомним, что на территории республики отопительный сезон по традиции начинается с 15 октября. Сегодня второй день работы 21-й российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019». В ней принимает участие глава региона Махмуд Али Калиматов. Ингушская экспозиция в Москве представила продукцию 80 наименований. Это как крупнейшие производители сад-гигант Ингушетия, Челуки, агрокомплекс Сунжа, так и предприятия, набирающие мощность Обанхи, Умка, Губ-Нектар и многие другие. Ассортимент отражает основные тенденции развития агропромышленной отрасли региона. Речь в первую очередь идет об ингушском меде, минеральной воде, фруктах. Также на выставке представлены натуральные соки прямого отжима, молочная продукция, мясо-колбасные изделия, хлебобулочная продукция, овощи и многое другое. Ингушетия является активным участником этого форума, и благодаря поддержке государства агропромышленный комплекс региона в последние годы стал активно развиваться. Вот это общение, показ всей продукции, всей нашей необъятной страны, естественно, это имеет огромное значение. Вы видите, здесь от Хабаровского края до Калининграда все регионы выставлены. Каждый год номинация в первое место, первых лидирующих золотые медали получает Ингушетия. Это много о чем говорить. Не каждый регион удостаивается таким большим успехом федерального центра. Подходили на стенд Ингушетии, посмотрели, нас заинтересовал ряд продукции, но сегодня еще подойдем, более детально посмотрим и познакомимся. И тоже были приятно порадованы, потому что та культурная программа, которая вчера была представлена на стенде, ну это, знаете, это такой вот огонечек, который зажигает и дает еще импульс дальше работать, потому что целый день плодотворной работы такой на стенде, а вот так немножко отдохнуть, это тоже такой положительный момент. Я думаю, что сотрудничество с Ингушетией это тоже один из тех таких мостиков, да, для продвижения продукции из Ингушетии в Крым, а крымской продукции в Ингушетию. Малика Картоева будет проходить лечение в перинатальном центре Санкт-Петербурга. Туда новорожденную девочку из Ингушетии отправили спецбортом, организованным депутатом Госдумы Алиханом Харсиевым. Ингушские врачи диагностировали у малышки поликистоз почек. Это смертельно опасное заболевание, требующее экстренной помощи. Вопрос на контроле держит министр здравоохранения Зарема Ильянова. Подробности у Светланы Томовой.
Этой малышке всего 7 дней. Малика Картоева родилась недоношенным 7-месячным ребенком. Но даже за этот короткий период жизни она столкнулась с серьезными осложнениями здоровья. Еще во время беременности врачи сообщили матери Малики, что ребенок может родиться с тяжелым диагнозом – поликистозом почек. Благодаря оперативным и слаженным действиям врачей-реаниматологов неонатального отделения Ингушского республиканского перинатального центра после рождения удалось стабилизировать тяжелое состояние девочки. Девочка родилась очень тяжелой. Благодаря нашему реанимационному отделу они провели правильное медикаментозное лечение, спасли девочку. Она как бы осталась в живых, так как реанимировали ее правильно, помогли ей. Мама девочки наблюдалась в женской консультации. И по нашим графикам мы обычно проводим скрининг беременности. Во время скрининга очередного было выявлена врожденная патология развития плода в виде патологии почек, поликистоз обеих почек у ребенка. Но нужно сказать, что у мамы тоже имеется эта патология, поэтому, в принципе, эта женщина, она наблюдалась. Ей, конечно же, было предложено и прерывание беременности по поводу того, что выявлены такие пороки, но женщина отказалась. Под личный контроль этот вопрос взяла министр здравоохранения республики Зарема Альянова. Она связалась с коллегами перинатального центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета, которые впоследствии согласовали возможность транспортации ребенка в отделение их центра. Минздравом региона тут же была выделена квота на лечение и в считанные дни подготовлены все необходимые документы. Ребеночек находился в тяжелом состоянии, но благодаря всем мерам, которые предприняты были врачами, анестезиологами, реаниматологами, неоднократно проводились консилиумы. Кроме того, проводились несколько телеконсультаций с Центром акушерства и гинекологии Алмазова и также с педиатрическим университетом Санкт-Петербурга, с перинатальным центром этого педиатрического университета. И, конечно же, и мама, и ребеночек находились под наблюдением. Правда, семье Картоевых на свою беду пришлось столкнуться с непростой ситуацией. Для экстренной отправки в Петербург необходим был самолет. Узнав о такой сложной ситуации, депутатом Государственной Думы Алиханом Харсеевым был организован специальный медицинский борт Центра санитарной авиации со всем необходимым реанимационным оборудованием и бригадой высококвалифицированных реаниматологов и неонатологов. И вот 8 октября Елена Картоева со своей малышкой Маликой были доставлены в Санкт-Петербург. Мы сейчас находимся в реанимации Петербурга. Состояние, конечно, очень тяжелое. Проводят всякие возможные лечения. Вчера нам провели перинатальный диализ. Это в нашем случае первая помощь, возможная нам, которая поможет продлению жизни. Сегодня мы ждем результатов. К вечеру, надеемся, девочка вынесет эту сложную операцию. Если возможен такой вопрос, почему диализная процедура не проводится у нас в перинатальном центре, я сразу отвечу на этот вопрос, скажу о том, что таких больных немного, и поэтому такие диализные центры для детей новорожденных, они не расположены в региональных учреждениях, они в основном в центральных учреждениях. И поэтому такие дети обычно наблюдаются вот в медицинских таких университетах, в институтах, перинатальных центрах 4-го уровня. Пока врачи борются за жизнь малышки, нам остается надеяться, что маленькая Малика Картоева скоро пойдет на поправку. Светлана Томова, Новости 24. Сегодня актеры Русского государственного музыкального драматического театра отправились с гастролями в Грозный, где в ближайшие 3 дня покажут 2 спектакля и передадут театральную эстафету соседнему региону, принятую накануне от Ставрополя. Первый спектакль на сцене театра имени Лермонтова в Грозном идет уже в эти минуты. Зрители смотрят постановку по роману великого ингушского писателя Идриса Базоркина «Из тьмы веков». Это произведение, перенесенное на сцену, всегда собирает полные залы. Аншлага ждут и теперь. Зрители соседней республики должны по достоинству оценить игру наших актеров. Второй спектакль планируют показать на следующий день. Это юмористическая постановка по пьесе Александра Володина «Две стрелы». А сегодня утром артисты, обсудив некоторые моменты показа, в полном составе отправились в путь. Мы приняли эстафету Ставропольского театра
в нашу республику 7 числа. Они у нас вот 3-й день вчера отыграли, а сегодня мы выезжаем в город Грозный, играем 3 дня в Грозном в рамках Всероссийского театрального марафона. Декорации наши уже уехали, все уже поставили, сцена готова, ждет только нас. Творческий состав сейчас выезжает, мы сразу приступаем к репетиции, и вечером мы будем готовы. Высокотехнологичное производство конкурентоспособной продукции. Это о Карабулакском заводе по производству алюминиевых радиаторов. Он ориентирован на импортозамещение, обеспечивает регионы России и ближнего зарубежья. На предприятии работают около 100 человек, в 2 смены, помогают им роботы. Продолжение темы в сюжете. Словно вода льется из плавильной печи в ковш алюминий, нагретый до жидкого состояния. Подвергнув сплав металлургическим испытаниям, удаляя все примеси и газы, автокар выливает ее в раздаточную печь. Здесь, в литейно-плавильном цеху, осуществляется процесс первичного производства алюминиевых радиаторов. Участки литейного комплекса главного центра завода имеют программное обеспечение и минимизируют человеческий фактор. Вот раздаточная печь, и плавится алюминий. После этого алюминий доставляется в литейную машину и происходит процесс изготовления секций под давлением. То есть давление не просто в нашем обычном понимании, а под очень сильным давлением и при высоких температурах. Полностью полагаться на работу роботов не приходится. Их неисправность может повлиять на качество тех же секций и нормативы выработки. Литейно-плавильный цех, где работает и Абдурахман Ханиев, изготавливает около 2000 секций в день. Настраивать ее, налаживать ее. 1700, 1600, до 1800 3 основных цеха функционируют в 2 смены. Выработка каждого из них отмечается на стендах и журналах строго по расписанию. Механообрабатывающий цех включает в себя 2 участка. Здесь ведутся ручные работы и отделка продукции, нарезка резьбы, шлифовка и дальнейшая обработка бортов радиатора. Установка так называемых пробок с плотным соединением. Покраска радиаторов только на первый взгляд кажется легкой и быстрой. Такой процесс сопровождается длительной химической обработкой, рассказывает Ислам Боков. Снять это жирные масла с поверхности, чтобы нанесение грунтовки было правильное, чтобы не было недокрашенные радиаторы, чтобы потеки не образовывались для этого. Химия наносится уже, там стоят дозаторы, они уже автоматически добавляют, сами добавляют химию по процессу. По показанию, это ванна дает результат, какие там показания, pH, проводимость. И исходя из этого дозаторы сами добавляют химию. Упакованная продукция вывозится в склад в уже готовом к реализации виде. Поставки осуществляются по всему Северному Кавказу и в регионах Центральной России, также в странах СНГ, рассказывает Руслан Мальсагов. У нас есть центральные склады в Москве, есть свои менеджеры по реализации. И по их звонку документы присылают, и отсюда отгружаем, и в Турцию, и это Туркменистан, Узбекистан. Функционирующий с 2017 года завод уже успел приобрести славу одного из поставщиков тепла страны. Энергомощность завода и продуктивный потенциал достаточно высокий, но учитывая спрос на его продукцию, уже решается вопрос о расширении производства. Если сейчас ежегодно изготавливается 2 миллиона секций для радиаторов, то уже с мая 2020 года эта цифра возрастет до 3 миллионов. Амина Бокова, Адам Мережков, Магомед Даскиев. Новости 24. Вместо 30 тысяч рублей – увольнение и тюрьма. Сотрудника экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Ингушетии задержали за получение взятки. По данным следствия, 8 октября примерно в 12 часов в ходе проведения с сотрудниками управления ФСБ, оперативно-розыскной части МВД и бойцами Росгвардии совместного оперативного эксперимента было выявлено, что подозреваемый получил от жителей республики в качестве взятки 30 тысяч рублей за открытие категории «Д» в водительском удостоверении. По информации пресс-службы МВД, обвиняемому грозит увольнение, а также заключение под стражу. Служебная проверка по данному делу продолжается.
Кто может гарантировать нормальную работу? Есть ли взаимодействие между СУЗами, вузами и работодателями? Конференция по содействию в трудоустройстве выпускников прошла в пожарно-спасательном колледже. На встречу были приглашены сотрудники колледжей, центров занятости республики. Говорили о ситуации на рынке труда и возможностях для молодежи. Тамара Хашигульгова расскажет об этом. Полгода после выпуска работу находят максимум 20% выпускников. Зачастую не по специальности. Решение проблемы трудоустройства студентов не просто тема сегодняшнего дня. Это еще и конечный результат многолетней работы СУЗа. Пожарно-спасательный колледж ежегодно выпускает сотни специалистов в самых разных сферах, будь то пожарники, спасатели, медсестры или педагоги начальных классов. А значит, каждого из них так или иначе коснется проблема трудоустройства на работу. Переориентация ресурсов в системе профессионального образования задач, определяемых внутренними возможностями, на решение задач по подготовке квалифицированных кадров, востребованных конкретными отраслями экономики региона, что обеспечит его плановое и системное развитие на долгосрочную перспективу. Обеспечение регулируемого воспроизводства квалифицированных рабочих кадров для основных направлений экономической деятельности Республики Ингушетия. Конференция – попытка обобщить опыт и найти пути решения многочисленных проблем. Как отмечают на встрече, причина того, что вчерашние студенты не могут найти подходящую работу после учебы, кроется, как правило, в отсутствии тесной взаимосвязи между образовательной организацией и работодателем. Недостаточно эффективно осуществляется взаимодействие образовательных организаций с органами власти, общественными организациями, потенциальными работодателями по вопросам содействия трудоустройству этих самых выпускников. Отсутствует система мониторинга рынка труда и трудоустройства выпускников. О положении на бирже труда и проблемах, связанных с трудоустройством, говорят специалисты центров занятости. По их словам, самые востребованные специальности в нашем регионе – технические, инженеры-строители, работники торговли и общепита. Но отчаиваться выпускникам других специальностей не стоит, считают здесь. В этом году Роструд расширил возможности для трудоустройства молодежи. На портале «Работа в России» в разделе «Стажировки и практики» молодые люди смогут подобрать для себя место, где будут получать свой первый опыт работы. В центрах занятости есть портал «Работа в России». Те вакансии, которые у нас не имеются, мы будем подбирать им в этом интернетном комплексе «Работа в России» на сайте. Трудоустройство этих выпускников зависит от работодателей нашей республики, от того, как они будут подавать те или иные вакансии, которые у них имеются. Зачастую у нас в республике работодатели укрывают вакансии, которые у них имеются. Сегодняшние реалии диктуют новые правила. Требования работодателей растут. Для удачного трудоустройства недостаточно отучиться и получить в руки заветную корочку. Важно иметь крепкие знания и хорошую характеристику, которая свидетельствовала бы об успехах студента во время обучения. Хадия Аздоева в этом году окончила ПСК по специальности педагог начальных классов. И буквально сразу же она вышла на работу. Как считает девушка, секрет ее успеха в том, что она прилежно училась все 3 года в колледже. В стенах этого колледжа я многому научилась, узнала много нового, и те знания, которые были приобретены здесь, я успешно применяю на работе. Сейчас я официально работаю в Ингушском поисково-спасательном отряде. Эта должность дала мне непростым. Этому предшествовала изнурительная работа, проведенная в этом колледже. В республике с самым высоким уровнем безработицы по стране, он составляет порядка 26%, вопрос трудоустройства стоит как нигде остро, особенно в случае со вчерашними студентами, без опыта работы и стажа. Поэтому важно в этом вопросе работать сообща и пытаться найти выход из положения. Первым вопросом, который у нас был вынесен на конференции, был вопрос о том, что не ясны критерии, по которым отбирают этих самых выпускников, какие именно нужны выпускники работодателям. Этот вопрос сегодня, я считаю, был исчерпывающе разобран, и мы услышали мнение каждого из представителей и центра занятости, и работодателей, и колледжей, и студентов в том числе. А в других колледжах, так же как и в нашем колледже, есть свои специалисты, которые трудоустраивают этих выпускников, и нам очень важно было сегодня поделиться опытом, в каком колледже, каким образом проводится эта работа. На этом работа конференции не заканчивается. Все заинтересованные стороны будут и дальше обмениваться опытом и действовать в этом вопросе сообща. Здесь надеются, что полезный опыт перенимут и в других образовательных заведениях республики. Тамара Хашигульгова, Тамерлан Ужахов, Новости 24.
Власти Ингушетии намерены оказать финансовую поддержку 6 молодым семьям для приобретения квартир. Средства из федерального бюджета уже поступили в региональный Минстрой в рамках подпрограммы обеспечения жильем молодых семей в 2019 году. Финансовую помощь получат 4 семьи, проживающие в Назрановском районе, 1 семья в Сунже и еще 1 в Сунжинском районе. Муниципалитетам уже выделили 5 миллионов рублей. Сумма, которую получит каждая из 6 семей, зависит от количества членов семьи. Отмечу, что под молодой семьей в России понимается семья, состоящая в первом зарегистрированном браке, в котором возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. 14 октября по всей стране произойдет отключение аналогового телевидения. Таким образом, останется только цифровое вещание, которое позволяет в бесплатном формате просматривать 20 основных телеканалов. Остальные телеканалы будут недоступны. Дополнительные приставки необходимы только тем, у кого нет цифровой телевизор. О том, кто уже приобрел оборудование и готов к переменам, расскажет Идрис Ижиев. Похоже, что аналоговому неравенству пришел конец. С развитием технологий люди все больше привязываются к цифровой жизни. Положить конец мучениям с плохим изображением и отсутствием выбора решили в 2009 году, полностью переосмыслив привычное для нас понимание телевидения. Если раньше в пользовании у жителей страны было максимально 7 каналов, то благодаря цифре это число возросло до 20. Каналы на любой вкус, как информационные, так и развлекательные. В наш регион цифра пришла сравнительно недавно, однако быстро получила широкую популярность. Хорошее качество, а самое главное, полное отсутствие абонентской платы. На этот раз все удастся. Чтобы полноценно пользоваться новым телевидением, необходимо специальное цифровое оборудование. В простонародье и приставка. Хоть стоимость ее совсем невелика, не каждый может ее себе позволить. Помочь людям в этом вопросе решили в администрации сельского поселения Троицкое. Малоимущим и многодетным семьям предоставили все необходимое оборудование для приятного просмотра любимых телепередач. У Марифы Ханиевой забот хватает, ведь она воспитывает 4 детей. На телевизор времени не так много. Все же любимый сериал или новости посмотреть хочется. Цифровая приставка с совсем необходимым оборудованием теперь красуется над ее телевизором. Все подключено и работает как часы. Неудобно. Я уже настроенный, уже все уже настройка, уже разбираться до вас. Уже канал 20 уже, Марифа быстро освоила новое ТВ. Однако многим кажется, что самостоятельная настройка цифровых каналов – что-то сложное и непонятное. Перейти на цифровое телевидение очень легко. Достаточно приобрести специальную приставку, зайти в настройки и нажать автопоиск. Спустя минуту вам доступно 20 каналов в отличном качестве на любой вкус. Про семью Тангиевых тоже не забыли, ведь в доме 5 маленьких детей. Как признается хозяйка дома Луиза, просмотр мультиков не только помогает развлечь детей, но и заниматься домашними делами, пока малыши заняты. Приставку, один канал жду 20 каналов, сахал. Совсем скоро цифровое ТВ будет полноценно вещать по всей России, независимо от региона. Аналоговое же телевидение постепенно прекращает свое вещание. Наш регион входит в 4-й заключительный этап отключения. 14 октября в Ингушетии приостановят старое ТВ, а тем, кто не успел перейти на цифру, стоит поторопиться. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. В переписи населения 2020 года регистраторы в Ингушетии завершили работу по актуализации списка адресов. В течение 30 дней 121 регистратор в муниципальных образованиях проверили 100% от общего числа жилых и нежилых строений. Они отмечали в документации отсутствие на домах номерных знаков и аншлага с названием улиц. Упорядочение адресного хозяйства – одна из первоочередных задач на этапе подготовки к переписи, от выполнения которой во многом зависит четкая организация работы переписчиков. Ну а в конечном итоге результат важнейшего государственного мероприятия. Напомню, что перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением новейших цифровых технологий. Всякий ли картофель полезен? Как не наткнуться на отравленные клубни? Где и в каких условиях выращивают второй хлеб и в каком состоянии его реализуют? Все это сегодня проверяли сотрудники Роспотребнадзора. Вместе с нашей съемочной группой они провели рейд по торговым точкам в Назране. Михаил Тангиев с подробностями.
люди жалуются, да? Некачественные, хаита, не хали еще ужаться, шкварку. Ну, я тебе одно могу сказать. Как обойти стороной картофель с высоким содержанием пестицидов и нитратов, а также отличить полные питательные ценности плоды от пустых бесполезных клубней, чтобы жителям региона не приходилось беспокоиться о качестве приобретаемой продукции, сотрудники Роспотребнадзора тщательно проверяют картофель на овощных прилавках. Зейнаб Миржоева уверяет, картофель, который она реализует на местном рынке, начиная с грядки и заканчивая прилавком, проходит тщательную проверку. Спрос, как известно, рождает предложение, и поэтому женщина всегда торгует только качественным товаром, не завышая при этом допустимой цены. Дабы не пожалеть о своей покупке, потребители должны усвоить ряд простых правил. К примеру, независимо от региона производства и сорта, картофельные клубни должны быть твердыми, плотными и без следов повреждения. Наличие у картофеля видимых дефектов, гнили, ростков свидетельствует о том, что овощ давно хранится и утратил за это время свои вкусовые качества. Также необходимо знать, что картофель с зеленоватыми пятнами непригодны в пищу. Такую расцветку клубням придает особое вещество солонин, переизбыток которого может вызвать серьезные отравления. Йохкожа квартал Астраханский ерье, Волгогодский ерье. А весь местный квартал аккетяч, акорма аржу. Цаннах жалуется, что года есть. Цехун ехалач, халсу и цадр иш, цатон. Чтобы лишний раз обезопасить себя и своих близких от некачественного товара, сотрудники Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют жителям региона покупать картофель в специально оборудованных для этого объектах торговли. При этом во главе всего стоит наличие декларации о соответствии товара на торговых точках. Потребитель вправе потребовать у продавца товаросопроводительные документы на продукцию, содержащие сведения о наименовании и адресе производителя, картофеле, объеме и номере партии, дате отгрузки и так далее по списку. Если продавец отказывается показать нужный документ, то это хороший повод задуматься, стоит ли рисковать и покупать картофель именно у него. Как правило, жители региона на зиму закупаются сразу несколькими мешками картофеля и других овощей. Связано это с невысокой ценой и свежим состоянием товара. Подобные рейдовые мероприятия Роспотребнадзор проводит по несколько раз в месяц, и они призваны исключить вероятность последствий от приобретения некачественного товара. Когда товар уже приобретает, да, покупатель, незазорно спросить товаросопроводитель документ, прошла ли эта продукция, анализ какой-то, сертификат есть. Мы, к сожалению, наши потребители этого не спрашивают, только при употреблении выясняется, да, что там она чернеет, что там содержание нитратов не то, невкусное, не разваристое. Вот чтобы все это избежать, пускай спрашивают, да, откуда картошка, прошла ли она анализ. Пускай хотя бы на пробу возьмут для начала, чтобы потом не обмануться. Сегодняшний рейд не выявил видимых нарушений, но всем продавцам на заметку. Если в Роспотребнадзор поступит жалоба от потребителя на некачественный товар, будет проведена лабораторная проверка уже в самом управлении. В случае подтверждения нарушения составит акт об изъятии и в дальнейшем утилизации непригодной продукции, но лучше всего не доводить до крайних мер. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. Минимальный уровень смертности трудоспособного населения отмечен в республиках Северного Кавказа, в Ингушетии, Дагестане и в Чечне. Регионами с самым высоким уровнем смертности оказались Чукотский автономный округ, Кемеровская область и Тыва. Число же смертей дорожно-транспортных происшествий снизилось на 5%. Напомним, что в России трудоспособный возраст составляет от 16 до 54 лет у женщин и от 16 до 59 у мужчин. Адам Хамхоев, боец смешанных единоборств ММА, выиграл бронзовую медаль на Кубке России, который проходил в Самаре. Сейчас файтер готовится к новому турниру. На тренировках и планах бойца расскажет наш корреспондент.
Любовь к боевым искусствам Адам Хамхоев обрел еще с раннего детства. Когда в 10 лет он записался на дзюдо. Добившись успехов, Адам не останавливался и брался за что-то новое. На открытом международном турнире в Грозном он показал свои силы миру, взяв чемпионство. Следующей ступенью стал Кубок России. Спортсмен одерживал победы на турнире, переходя по сетке вперед, где в полуфинале он встретился уже с опытным бойцом. По его словам, сопернику не уступал, имел даже превосходство. Но раздельным решением судей победу отдали чемпиону Европы Магомеду Алиеву. Соперники шахал борсы в подгруппе чемпион Европы ор, бронзовый призер чемпионат России ор. Суяхалер самогущество дал, республика Красавич. Тренирует Адама его брат Магомед Хамхоев, и результатом он доволен. На предыдущем турнире в Грозном их задача состояла в выявлении ошибок и работая над ним перед началом Кубка России. Адам выложился по максимуму, заявляет тренер, и судейское решение было спорным. Он считает, что только предвзятое отношение судей стало причиной присуждения победы и звания чемпиона Европы Магомеду Алиеву. Но тренер не отчаивается. Адам теперь входит в состав сборной России и будет представлять Ингушетию и страну на чемпионате мира ММА. Дальнейшие планы мы сейчас тщательно готовимся, сейчас будем работать ошибками, хотя у нас таких больших ошибок не было. Готовимся к чемпионату мира в Бахрейне, который пройдет 10 ноября. Но чтобы отправить бойца на чемпионат мира, его отцу и наставнику придется выложить крупную сумму, около 200 тысяч рублей. Такие расходы Беслан Хамхоев себе позволить не может. Просто не потянем в отношении за поездок, за проживание, за все, мы просто не потянем. В связи с этим вопросом нам предложили выступать под другим флагом. После переговоров с руководством Федерации ММА Адам Хамхоев будет выступать от сборной России на чемпионате мира в Бахрейне с 11 по 18 ноября. Он первый боец за историю республики, который примет участие в данном чемпионате. Хава Султыгова, Адам Гулоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия. И до встречи в эфире.